И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами вновь на программе «Аспекты Республики». Это утреннее информационно-аналитическое шоу на канале «Аспекты Башкортостан». Значит, все в порядке. Я с удовольствием приветствую всех вас и объявляю, что в студии Женя Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро. Доброе утро. Руслан, видите, меряет, все ли в порядке, видимо, и в мире тоже связано с тем, что выходим ли мы в эфир. Так что надо ответственно к этому подходить, ставить лайки, подписываться на наш канал. Если мы в эфире, это уже, знаете ли, важная основа нашего с вами, по крайней мере, мироздания, жителей Башкортостана и тех, кто имеет отношение к нашей республике. Напоминаю про те же лайки, про комментарии в чате, про телеграм-канал, в котором также ведется трансляция, про наши аккаунты в запрещенном Инстаграме и полузапрещенном ТикТоке. И даже в Фейсбуке, если что, в запрещенном у нас есть аккаунт, где выходят небольшие ролики. В общем, будьте на нас подписанными везде, где возможно. Я сейчас с утра в душе вдруг решил вспомнить, сколько времени работаем. Ведь на самом деле уже больше 3 лет только «Аспекты», до того еще столько же времени «Эхо Москвы» в Уфе, и, можно сказать, уже целая эпоха лично для меня утренних программ длится. Настолько стало это привычным, как утренний чай, кофе, душ и так далее, и так далее. Так что традиция, как говорится. И для вас, многих тоже вроде бы эта традиция стала. По крайней мере, каждого из вас, кто у нас в чате присутствует по утрам, мы знаем, скажем так, в лицо. Поэтому очень рады и благодарны даже за это. Я уверен, что вы и лайки ставите тоже, конечно же, и, наверное, кто-то из вас даже помощь нам какую-то оказывает. Поэтому низкий поклон отдельный тем, кто эту самую помощь оказывает. Можно это делать напрямую в YouTube, можно это делать через сервис Boosty. Пожалуйста, делайте. Если что-то не устраивает в сервисах, давайте мы обновим списки. Коллеги по цеху, скажем, чаще всего используют другие сервисы, такие как Patreon. У нас его нет до сих пор, вроде как за ненадобностью. Или я ошибаюсь, или на самом деле он нужен. Да, ведь сегодня 30 сентября, а завтра у вашего нелюбимого ведущего из двух аж день рождения, так что, господи, а что это у тебя сзади, Руслан? Это в честь поздравления или чего? У тебя огромный салют только что появился за твоей спиной. Собственно, день рождения, поздравьте, скиньте, пожалуйста, хотя бы евро 30 на бутылку пива, да, условно. Было бы приятно. Вижу в трансляции салют, который возник за спиной. Я не могу это объяснить рационально, как это работает, кто это вызвал в жизни. Это наша программка, видимо, так делает. Обычный стандартный Zoom, к которому мы все привыкли во времена так называемого коронавируса. Так, наш чат ожил. Яна Башкорт, Эльвира Кошкильдина, Ильнара Максимова, Руслан Гельманов и Наталья Зубова пожелали доброго утра друг другу и нам всем. Это прекрасно. Хотел было сказать я, что мы должны погрузиться в повестку с помощью новостей за день вчерашний, но, к сожалению, источник этих самых новостей подвел не только, видимо, меня, но и всех своих подписчиков. По какой-то причине, не знаю какой, их нет, короче говоря. Есть новости довольно старые, от 18 часов назад, вместо 8 привычных. Есть ли смысл их зачитывать? Наверное, не особо. Поэтому будем потихонечку переходить сразу к республиканской повестке и отвечать в том числе на ваши вопросы в чате нашей трансляции. У меня тут совершенно, может быть, неожиданно, но мы так делать любим порой, новости спорта в самом начале, нарушая все устоявшиеся традиции многолетние, которые соблюдались, по крайней мере, раньше на телеканалах. Сейчас, кстати, я даже не знаю, как. Есть ли вообще отдельная рубрика новостей спорта в новостях, условно, на Первом канале или в программе «Время», когда выходит отдельный ведущий. Здравствуйте, я Владимир Топильский, и выходим к новостям спорта и так далее. Не знаю. У нас тут все подряд. Так вот, Салават Юлаев, хоккейный клуб из Уфы, о котором чаще всего рассказывает Женя, и связывает свои рассказы в последнее время с серьезными проблемами, что неудивительно. По-моему, уже 6 проигрышей, да, подряд?
Все у команды. выиграли, все. Вообще, по-моему, да. Последний был омский «Авангард», и я Да, видел посты 1-3, у по-моему. некоторых уфимцев, которые там были, расстраивались. Но если верить новости, там все-таки есть шансы, потому что официальным партнером клуба становится магазин «Пятерочка». И это очень любопытно. Подписание состоялось на Уфа-арене перед матчем между, собственно, «Салаватом» и «Авангардом». Вот. Правда, конкретно в этом матче ситуацию изменить данное событие не помогло. Вот. Партнерство Это же рассчитано всего иронично. на... У тебя приходит спонсор «Пятерочка» под 5 шайб «Авангарда», понимаешь? Это мне А, кажется очень символично. Партнерство в итоге рассчитано на год, позволяет сторонам успешно охватить широкую аудиторию покупателей и болельщиков, а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания. Вон как. В рамках сотрудничества запланированы разнообразные маркетинговые активности, конкурсы и розыгрыши в социальных сетях, мероприятия с участием хоккеистов, а также размещение рекламы на экранах Уфа-арены. Насколько это решит финансовые проблемы клуба, наверное, особо рассчитывать не стоит. Все-таки речь не о генеральном спонсоре, а о партнере, одном из многочисленных партнеров. Но хотя бы так. Молодцы те, кто из руководства клуба что-то там делают, хотя бы шевелятся, находят каких-то хотя бы партнеров. И хотя бы на год. И это оставляет какие-то шансы, что клуб в том или ином виде будет продолжать существовать. Хотя... упаднические настроения у нас всякий раз возникают у части комментаторов, когда видят, что клуб испытывает сложности. Ну, давай так. Во-первых, зачастую вижу, что на европейских, особенно хоккейных клубах, но и на футбольных тоже, которые не имеют какого-то крупного спонсора, вся форма обычно увешана вот этими бесконечными спонсорами всего подряд, там от трусов до местного магазина Lidl, да? Вот. Это, наверное, окей для европейского спорта. В России мы все-таки привыкли обычно, что есть какой-то спонсор, какой-то крупный один, да, который, собственно, и выступает таким вот главным и единственным, по сути, спонсором, который, собственно, команду на себе тащит. Салават Юлаев подписал, я так думаю, это соглашение, потому что ищут все подряд, любой источник хоть каких-то денег, да, которые могут облегчить существование. Я так понимаю, мы же в прошлый раз обсуждали, что и финансовые трудности очень большие, судя по всему. И я уж молчу про то, что я от всех игроков еще пришлось избавиться. Поэтому все это пока что, конечно, не в плюс. Вот был бы какой-нибудь спонсор посерьезнее и стал бы каким-нибудь титульным, я не знаю, денег бы кучу отвалил. Можно было бы о чем-то говорить. К сожалению, пока настраиваемся на то, что вот хихикали над какой-нибудь командой автомобилист, что это вот ни о чем. Вот теперь и мы тоже будем ни о чем, я так понимаю, еще какие-то годы, пока не изменится ситуация. Ну, я не знаю, как кому-то в большинстве нашей аудитории, кстати, реагирует на это положительно. Вот, потому что, мол, а что это мы должны за хоккей платить? Давайте лучше больницы построим с дорогами. Вообще грамотная эта позиция на самом деле. Просто больниц с дорогами не будет. Вот в чем проблема этого обычно. Ни хоккея, ни других каких-то проектов. Все-таки вкладывать в спорт это, ну, такое, как сказать, в автократиях зачастую в спорт вкладываются и без, ну, как сказать... Но это как иметь красивую столицу, да, точно так же должен быть какой-то сильный спорт. Вот у нас спорта теперь, по крайней мере, в одном из регионов нету. Можно посмотреть на то, как в Башкортостане помер волейбол сначала, потом помер футбол, теперь помер хоккей. Вот докатились, называется. Пятерочка выручает. Вспоминают тут рекламный слоган наши зрители, который давно был, на самом деле, в рекламных паузах. Но то была просто реклама. Знаете, в рекламных паузах даже ваш покорный слуга размещал рекламу компании, в которой работал когда-то. Вот. Это просто за деньги. Причем, наверное, серьезные. Ну, по крайней мере, раньше были точно серьезные. Реклама в хоккее стоила дороже, чем во всех других эфирах того же БСТ. Ну, окей. Двигаемся дальше. И про анонсы новых инфраструктурных объектов должны, конечно же, говорить. Строительство путепровода в Уфимской Нижегородке должно обойтись в 2 миллиарда рублей. Оказывается, приходит в негодность
мост или путепровод через железнодорожные пути, который ведет из центра Уфы в Нижегородку. Многие наверняка знают, о чем идет речь, проезжали, но я точно там проезжал неоднократно, хотя в принципе в Нижегородке был редко по понятным причинам. Там делать было особо мне нечего. Вот. И этот мост, оказывается, плох, и вот 5 лет ему всего остается, и решили построить по соседству новый. Это, по сути, опять же, строительство, а не реконструкция. На это выделяется больше 2 миллиардов рублей. Пока еще только все на начальном этапе. Мэрии предстоит изыскать, так сказать, данные ресурсы, но придется, как говорят, найти. Я просто к чему хочу зацепиться. Дело в том, что 2 миллиарда рублей, 100 даже, это очень серьезные деньги. Еще относительно недавно целый мост через Белую оценивали не сильно дороже. Шли разговоры про 3 миллиарда, которых якобы достаточно. При Ялалове точно так было. Например, по вопросу строительства моста через Белую в створе улицы Интернациональной. Там со всеми инфраструктурами и подъездными путями это все выходило дороже, но мост, в общем-то, плюс-минус в эту сумму тогда укладывался. Цены сильно выросли с тех пор, хотя формально считается, что у нас инфляция была за эти годы в районе 70%. Это не так, конечно. По факту мы видим гораздо более серьезные удорожания. Тут просто развязка в простонародье, да, будет стоить почти так же, как целый мост через Белую. Обратите на это внимание, как говорится, и зафиксируйте для себя. Появится или нет, это вообще вилами на воде писано, пока это только планы, которые озвучивает газета «Коммерсант». Но все-таки вот мы их цитируем. Конечно, но, слушай, курс рубля с Елалова, сколько он вырос? В 2 раза, если не больше. Поэтому... Ну, знаешь, Елалов же растяжимый. Вот в начале его правления курс был 30 рублей. Это понятно. Мы это уже даже не упоминаем те времена. Я имею в виду вот с 2014 года, после Крымской весны. Ну, а там 50, конец... да? Как-то вот меня 60 сразу. 50. Даже в моменте к 100 рублям подскакивало в декабре 2014 года. Потом, правда, корректировалось. Вот, но это было удвоение. В среднем удвоение. 30 стало 60. И вот плюс-минус оно и сейчас то же самое. Чуть похуже, там 70, сколько там сейчас, 80. Вот. Но цены, скажем, на товары народного потребления, на технику, они все-таки росли медленнее, чем курс доллара. Соответственно, за годы, да, нагнали. Тут уж надо признать. Например, те же самые мобильные телефоны. Я очень хорошо помню, как выросли почти в 2 раза буквально резко. Такс. Дальше. Знаете, хотелось бы отдельно остановиться. Буквально, потому что новости у меня тоже есть. Собственно, хотел я начать с небольшой маленькой подводочки. С того, что сегодня с утра некий канал «Открытая политика», ведущий которого нам вполне известен, да, написал о том, что Талибан полностью отключил интернет в Афганистане, считая, что это поможет предотвратить безнравственность. И приписал, но мы же не Талибан, приписал Андрей, а, собственно, мы перейдем сейчас к новости, уже связанной с Башкортостаном. Новость звучит следующим образом. Люди свободны в выборе. В Минобразования Башкортостана заявили, что переходить в МАКС не обязательно. А вот уфимцы говорят об обратном. Родители в одной из уфимских школ сообщили ЮТВ, что чат класса WhatsApp обязали перенести в российский мессенджер МАКС. Учитель объяснил это требованием дорожной карты, разработанной Минпросвещения Республики. А в Минобразования тем временем заявили, что переход на МАКС обязательным не является. Надо ли в целом дальше все это читать, я думаю, смысла не имеет, но смысл мы новости поняли, да, что у нас вроде как нет, да и да, поэтому ждем.
Ну, собственно, я Ждем. думаю, мне бы интересно было бы, чтобы кто-то этим занялся. Я не видел этой статистики. А статистики покупки дешевых андроидов в России на сколько процентов выросли с первого объявления о том, что вот мессенджер Макс вроде как внедряется у нас теперь во все школы там и другие такие учреждения. Это было бы интересно, потому что, мне кажется, скачок гигантский. Там, я не знаю, какие-нибудь 17%, 40%. Покупки именно самых бюджетных каких-нибудь таких вот этих лопат с 50 камерами, как каждая по 700 мегапикселей, да, вот эти прелести. Я думаю, что сильно подскочило, потому что люди переходят на два телефона, я так понимаю. Один для пользования, второй для прекрасного мессенджера. Я даже смотрел видео, у нас один из подписчиков выкладывал, что он на ручную такую приставку, если помнишь, раньше была такая PSP, вот сейчас там Nintendo последние лет там 8 делает похожую приставку, такую небольшого размера, чтобы играть. Вот. И туда люди устанавливают, в том числе мессенджер Max, потому что на этой приставке нет ни камеры, ни подслушивающих каких-то устройств в принципе. Здесь как бы у тебя раз и вроде как ты вышел из положения. В общем, странно. Да. Я бы даже установил, мне не жалко, что, ну, если за мной лично будут следить, как говорится. У меня, как известно, что на уме, то и на языке в эфирах. Но я вот даже не могу этого сделать, потому что в европейских App Store нет этого приложения. Но это не значит, что я советую всем также расслабиться и установить и сказать, типа, что они не знают про нас. Это не так. Это только я про себя говорю. Вот. Так что, значит, будьте осторожнее, да. Значит, тут я вижу... У нас в компании есть список программного обеспечения, которое является вирусным. Туда Макс добавили недавно, пишет нам Азат, наш IT-специалист. Ну, не наш в смысле, а наш общий. И хорошее, кстати, решение и вообще показательное решение. Надо бы это использовать в объяснениях с нашими соотечественниками, когда они не верят, скажем так, определенным мыслям на этот счет. Вот. Купил супруге-педагогу дешевый смартфон, сообщает Руслан Гельманов. Угу. Значит, Руслан, представьте, что вы разработчик, вам надо кормить семью, куда бы вы пошли? Работать в ВК, делать мессенджер Макс или пошли делать онлайн-казино? А что это вы так, выбор-то мой ограничиваете? Во-первых, я не могу представить себе, вот, что я разработчик, к сожалению. Ну, даже если очень сильно попытаться, мне кажется, что уж разработчику-то кому-кому можно выбрать для себя очень легко деятельность. Можно Вот. И вообще выбрать уехать. букет, сидеть там, и, собственно, если человеку доверяют такие, собственно, важные для страны разработки, как Макс или ВК, мне кажется, что можно на Пхукете неплохо так зарабатывать, еще семью туда вывести. И вот прекрасный вид, бунгало, Да. русские магазины просто повсюду, еще местное население выучить пытается. Поэтому мне кажется, что чемодан, вокзал, Таиланд. Угу. Вот и Азат не даст мне соврать, он пишет, что выбор этим не ограничивается, безусловно. Даже если этот выбор в выборе присутствует ВК условное, у людей все-таки есть и другие альтернативы. Правда, скорее всего, выбор в пользу ВК обусловлен у многих коллег тем, что они все-таки клюют на высокие доходы. Скорее всего, там платят высокие деньги, высокие зарплаты, точнее. Вот, если я прав, то напишите об этом, Азат, или если не прав, например. Вот. Соответственно, к другим новостям и событиям. Наши телеграм-каналы, некоторые из которых все-таки в поле нашего внимания, несмотря на то, что они анонимны и особой репутацией не блещут. Так вот, некоторые из них вновь пишут о том, какова ситуация в Зауралье, в Абзериловском районе, вокруг хребта Кырыктытау. Тема была и остается болезненной. Мы ее, конечно же, не забываем, просто в последнее время новостей на эту тему немного. Так вот, некий телеграм-канал «Факт-чекинг» по-башкирски, который, видимо, задуман как средство разоблачения нехороших, по мнению власти, источников информации,
не по-видимому, а точно для этого этот телеграм-канал задумал. Сначала Башинформ пишет туда, в этот канал, какую-то мысль, потом со ссылкой на этот канал сам уже Башинформ, как бы официальное государственное агентство, говорит: смотрите, телеграм-канал «Факт-чекинг по-башкирски» разоблачил нехороших негодяев, оппозиционеров, наимитов, западных разведок и далее по списку можете сами продолжать. В общем, прекрасный прием, когда не нужно искать реальных экспертов, комментаторов, просто сам себе на коленке состряпал доказательства, а дальше его же со ссылкой на это же доказательство ты уже приводишь якобы официальную публикацию в государственном информагентстве. Но это все лирика. Я к чему? Они тут пишут про ГОК и определяют горно-обогатительный комбинат как шанс для Зауралья. И пишут следующее. В одном из телеграм-каналов, курируемых из-за рубежа, конечно же, откуда же еще, делать нехрен за рубежом, кроме как заниматься кураторством каких-то каналов. Всякий раз хочется добавить в этой ситуации: где, кураторы, начните уже курировать, в конце концов. Может, как-то хотя бы перестанем побираться с миру по нитке. Так вот, в одном из каналов появился очередной пост о возможном строительстве ГОКа в районе, в Абзелиловском. Админ уж очень обеспокоен, что из-за Уралья уезжает молодежь и мужчины. По его мнению, строительство ГОКа только усугубит ситуацию. Это пишет факт-чекинг, то есть пропаганда. Однако, если ГОК на самом деле появится, то он станет новым витком развития нашего Зауралья, пишет дальше данный канал, и приводит якобы доказательства того, что теперь там точно все будет прекрасно. На этом фоне хочу озвучить, пусть пока еще не проверенную, но все-таки важную информацию. На адрес редакции уже второй раз поступает обращение от человека, который представляется сотрудником русской медной компании. Вот так вот, представляете? Я не буду дальше уточнять, где, откуда и как, чтобы все-таки не подвергать риску самого человека, если он действительно существует и он не фейк. Но этот человек пишет о том, как они работают с общественным мнением и как вкладывают большие деньги в то, чтобы по максимуму широкий круг блогеров, популярных людей, певцов, исполнителей топил за строительство хребта Крыктатау. У человека внутренние, знаете ли, противоречия возникают в этом смысле в сознании, и человек очень сильно переживает за то, что ему самому приходится участвовать вот в этом подкупе, по сути, в коррупции ради уничтожения природы Башкортостана. Мы займемся этим вопросом более детально, скажем так, и изучим его. Попытаемся верифицировать полученную информацию, как-то ее систематизировать и, соответственно, представить на суд широкой публике. Пока это просто соображения и размышления для тех, кто, может быть, тему подзабыл или даже ее не знает. Тема крайне острая и болезненная. Мы остаемся на позициях того, что мы категорически против любых разработок, по крайней мере, в эти дни, в наше время, поскольку... Сами знаете, во-первых, ни за кем толком следить сейчас не получится. Инструменты общественного контроля деградировали, они уничтожены сверху гражданского общества. Вот. И, соответственно, что-то сделать по уму сейчас не получится. Хотя, может быть, и есть определенные аргументы к тому, что это имеет право на жизнь. Может быть, тут я не утверждаю. Но не сейчас, это как минимум. Но Вот. слушайте, публикации прямо говорится о том, что разработка принесет, я не знаю, там, бабки, счастье, инфраструктуру и так далее и тому подобное, но я вспоминаю статью некой известной нам, уважаемой Лили Чанышевой, которая в свое время в Башинформе, собственно, увидела публикацию, о ней написала. Я прочту буквально маленький абзац о том, что в публикации произошли там, после ее выпуска, да, после того, как ее запостили, некоторые изменения, вот, и разместили заново в исправленном виде. Собственно, что изменили в публикации? Убрали упоминание о русской медной компании в заголовке статьи, Крыктатау заменили на нейтральное в Зауралье, но самое тревожное, стерли слово «цинк», который, со слов Хабирова, надо там добывать. Если кто не в курсе, добыча цинка – это вещь ужасная просто для близлежащих регионов, и, собственно,
тот диаметр вокруг, собственно, добычи цинка, который необходимо выдержать для того, чтобы людям было чем дышать, да, они там от легочных заболеваний не погибали массово, это довольно серьезно. И так я и не видел никаких, собственно, упоминаний того, что этого не будет, будет. В общем, как минимум это вызывает, собственно, опасения, да? Как минимум опасения, да, это если очень мягко выражаться. Конечно. Конечно. Так, ну тут опять же философский вопрос от Альберта, будет ли новый баймак на Кроктатау, ну кто же его знает, мы уж точно не можем этого понять. Единственное могу сказать в качестве обнадеживающего фактора, что люди не забыли, люди наблюдают, люди напряжены, протестные настроения сильны. Как бы не хотелось властям представить самим себе и представить широкой публике. По крайней мере, я сужу об этом, исходя из общения, живого общения с людьми, которые либо рядом, либо наблюдают со стороны за этой историей. Особенно выходцы, конечно же, из этих мест, жители Зауралья в прошлых поколениях, скажем так. Никто не остался равнодушным, все следят, все переживают. И готовы по мере сил и возможностей включиться в процесс защиты родного края. Вот, извините за пафос, но это именно так в данном случае. Так что еще ничего не кончено, хочется добавить уже от себя. Наверное, баймак все-таки был скорее ситуативной какой-то историей, да, а не митингом, который, собственно, был запланирован. Да? Мы же так говорим, по крайней мере, что никаких, собственно, изначально митинга не планировалось. И я думаю, что люди сейчас напуганы. Но как только, собственно, центр с солнцеликим и все это начнет, это прекрасная вертикаль, прекрасные в кавычки, если что, я буду с табличкой сарказм сидеть, чтобы некоторым товарищам, националистам было понятно, о чем я говорю. Как только все это зашатается, я уверен, что, конечно, и в Башкортостане в том числе начнутся большие протесты, и много чего вспомнится, и даже и за советскую власть, я думаю, еще припомнят, если не раньше. Вот, это, конечно, вполне возможно. Вот Павел Васильев, адвокат, пишет, что наш земляк Павел Каныгин, это канал «Продолжение следует» в Ютубе, сделал хороший обзор про Башкирию. Подтверждаю, действительно обзор вышел, и Павел молодец, что его выпустил. Не очень раскрыты события Баймака и ряд других, но в целом норм, пишет Павел Васильев. Ну, это особенность канала, в общем, по-моему, да? Не очень глубоко Каныгина, да, не копать глубоко, просто... Объяснить так коротко, простыми словами, на пальцах, как будто сидим там на скамеечке там, с друзьями и вот разговариваем таким вот доходчивым языком, по-моему. У меня ощущение, что это какой-то француза все объясняется. Если честно, я небольшой поклонник творчества Каныгина. Просто, хотя человек прошел такую потрясающую школу в виде «Новой газеты», и такой прям вау, а по факту это видео выходит вот как будто для иностранца. Знаешь, когда иногда читаешь наших каких-то журналистов, которые работают в зарубежных редакциях, и такой, все, большая статья вышла, садишься читать, а там плюс-минус перевод любой статьи, которая, собственно, выходила в русскоязычном поле. Вот, не хочу никого обидеть, но зачастую с таким сталкиваешься и думаешь, а почему у нас с Русланом нету 2 миллионов подписчиков и таких видео? А ответ простой. Вот тут в Телеграме нам пишут, что у вас делают на канале слово на букву «Х», обозначающее украинцев, даже произносить это не хочу. Вот. И, собственно, пытаются выманить у меня информацию, говорят, или же спонсоры вашего канала в основном они. Слушайте, если бы у нас были бы спонсоры канала, мы бы, наверное, сидели бы в студии, более-менее приличной студии, и аппаратура бы у нас была бы нормальная, да и картинка, как вы видите, у одного из нас, у Руслана она еще более-менее, у меня она примерно года 2013 в скайпе, да, вот, и я думаю, что если бы нас действительно кто-то спонсировал, это бы было, и подписчиков было бы больше, и Павел Каныгин бы нас смотрел, а не мы его, простите за пафос, но тем не менее. Именно так, это как бы абсолютно очевидные вещи. Ты сейчас вроде говоришь, вот, но не всем они понятны и очевидны на самом деле, поэтому надо проговаривать. Вот.
Так. Хотел бы я сбить у Дальше. тебя одну из новостей, которую ты подготовил по тем новостям, которые, собственно, мы вчера написали. Такая у нас бразильский в этом плане, ну не сериал, да, но такая длинная цепочка. Собственно, потому что меня эта новость давно трогает. Это новость о том, что, собственно, Ростислав Мурзагулов снял новый документальный фильм о войне в Украине. Надо упомянуть, что Ростислав Мурзагулов у нас и иностранный агент, и экстремист, и заочно приговоренный к 8 годам лишения свободы, уже не самый молодой, но вот человек такой вот у нас был, бывший пиарщик Ради Фаридовича Хабирова, если кто забыл. Вот, собственно, снимал он весной и летом. Многое из того, что он снимал, мы могли наблюдать в соцсетях. Это и подписывание снарядов, это и общение с украинским так называемым ЦИПСО, и с ребятами, которые служат в легионе, да, том самом запрещенном, опять же. Вот, то есть теперь это так скомпоновано в один большой видеоматериал, который я посмотрел кусками, но таки полностью. Вот. И я не то чтобы прям готов, конечно, я помню прекрасно, кто такой Ростислав Равкатович, да, и что он говорил в разное время про наших разных коллег, да, и много по каким ситуациям высказывался прямо противоположным и моему мнению, мнению, в принципе, любого порядочного человека, но этот фильм, конечно, заставляет менять отношение к нему и, собственно, ну, как к личности, точно, да, потому что человек проходит по местам, которыми безопасными не назовешь, бегает с каской, никакой охраны у него нету, да, и затонированных каких-нибудь бронированных джипаков тоже нету. Вот. И с этой точки зрения это вызывает у меня лично уважение и большую, хоть и белую, а может и не белую, зависть в связи с тем, что я, конечно, вот искренне считаю, что журналист в такое непростое время настоящий должен находиться, конечно, либо там и, собственно, рассказывать с места о том, что происходит, да, собственно, поле боя и рядом, и в тылу, либо находиться где-то в России и с подполья тоже вещать. Вот это настоящая журналистика. Ростислав Мурзагулов занимается. Как бы он это делал, ну, мне показалось, что фильм по качеству, конечно, далек от совершенства. Слушайте, ну я тоже не думаю, что у него какие-то супермонтажеры, сценаристы, да, сидят. Вот что наснимал, намонтировал на коленке, я думаю, там Ульяна где-то помогала. Вот то и получилось. Вот. И, конечно, мне бы тоже, наверное, очень хотелось бы съездить, но, к сожалению, как видите, у нас в редакции, вот, вы всех видите. Это наша редакция. Один пишет, второй проверяет. Никуда мы съездить не можем. Я уверен, что в Украине у меня не будет времени писать новости, там, я не знаю, про каких-нибудь комендантский час детей, да. Ну, отошел от темы, в общем, такие мои мысли. Прекрасно. И я добавлю единственное, что как подтверждаю, в общем, эти мысли. И Мурзагулов сейчас действительно делает много хорошего и часто больше, чем многие из тех, кто его яростно критикует. Вот как бы так. Вот. И еще раз подчеркну, что в моем случае моя оценка вообще происходящих в прошлом и сейчас событий такова, что важнее здесь и сейчас. Да, в прошлом могло быть что-то как-то по-разному, вот, но после 24 февраля отчет начался заново, можно сказать, с нуля, если хотите. Опять же, извините за пафос. Вот, и может быть, когда-то система измерения и вернется на вот эти предыдущие шкалы, но это случится явно не сейчас. Вот, для этого должно завершиться все то, что мы называем так называемое СВО. Вот. Знаешь, Женя, единственное, вот сейчас технически подтверждаются проблемы со звуком, и они есть, к сожалению, наши зрители не сложно жалуются. понять, с чем это связано, потому что громкость микрофона сделать... Дело тут уже не в этом. Единственное, что можно сделать, это отключиться от ссылочки и подключиться заново. Я рекомендую это сделать, а я, соответственно, оперативно верну, потому что... Давай попробуем, да. Давай. Да. А вы, друзья, пока напишите, насколько проблемы существенны, потому что вроде все понятно, что Женя нам говорит, но есть перебои, и это не совсем украшает, скажем так, наш и так собранный на коленках стрим. Так,
Вот люди тоже пишут, да, следят за Ростиславом и удивляются его переменам. Извините, вот сейчас картинка очень любопытная. Но где у нас Женя? Почему-то он не возвращается. Должен вернуться, я думаю, вот-вот. Странно, что до сих пор его нет. Жители Башкортостана не абстрактно погибшие, а убитые на захватнической, глупой и ненужной никому, кроме Путина, войне, пишут «Ведомости» на вопрос, видимо, Альберта о том, как мы относимся к комментаторам, которые, ну, скажем так, не всегда сочувствуют погибшим в постах в нашем телеграм-канале. Те, кто не сочувствуют, имеют право не сочувствовать, скажу так. В этом смысле может быть по-разному совершенно отношение у людей. И это можно понять. Да? Может быть, это сложно принять. А личная оценка? Понимаешь, просто, когда у меня, например, шок просто от этого ужаса, который вылился, и, извините, скажу очень непопулярную вещь, после смерти Тиграна Кеосаяна. Я все понимаю, но когда наше демсообщество начинает последними словами говорить о том, что вот сдох, какая радость, наконец-то, ура, ну... Я этого не могу понять, потому что все эти люди, они себя так или иначе пытаются строить, что они выросли в европейской христианской культуре. Слушайте, ну, пускай книжечку откроют и посмотрят, кто первый человек был в раю, да? И, собственно, вся христианская культура так или иначе построена на чем? Она построена на раскаянии. И в то, что у каждого человека есть шанс, или у личности на раскаяние. Я не говорю, что нужно там, я не знаю, плакать, когда расстреляли Чикатило, там, или собственно, как-то забывать о том, что, ну, то есть не радоваться тому, что, например, умер Сталин, или мы понимаем, кто еще бы завтра умер, понятно, я тут шампанским буду бегать по Германии. Но все-таки, если речь идет о таких мелких, собственно, пешках, как Тигран, у меня в целом это тоже вызывает... Ну, я понимаю, что это за человек в целом был приятный до поры до времени, а потом просто из жадности, собственно, коллективной, видимо, на этом фоне он нашел себе жену, вот они продались. Продались и, собственно, из талантливого во многом человека харизматика точно, я помню, как он в нулевые, какой харизматичный, классный был спикер, превратился вот в такое блеклое говнецо, простите, которое сделало Пилораму, известную передачу, которую я пару раз натыкаясь, я сходил с ума просто от ужаса. Вот. Собственно, что касается наших мальчиков, так называемых, то я тоже не понимаю, когда я вижу под постами эмодзи вот этого смеха, или каких-то там, не знаю, ну, клоунов-то ладно еще, это может быть какая-то эмоция такая, типа, ну и мудаки, извините, пожалуйста, за русский язык, но как бы тут ничего не поделаешь в разговоре про таких людей. Мы же понимаем все, что часть там согнанная, извините, по мобилизации, часть еще как-то. Понятно, что это все отвратительно, то, что они так или иначе там, не смогли спастись или там, не сдались в плен и так далее и тому подобное. Многие из них стреляли. Но мне кажется, что каждому отдельному из этих людей, уж простите, требуется тогда уж определенная отдельная оценка того, что конкретно человек наделал. Если человек попал на фронт против своей воли, потому что его 18 лет, а я знаю эти истории, там 18-19 лет, его прессуют в армии настолько психологически, что он просто, ну вот, едет, потому что, ну, нас с Русланом, например, там, в наши 30-45 лет точно никто психологически не заставит пойти воевать, а вот мальчика заставили. Если он туда едет и никого не убивает, ни в кого не стреляет, а просто его бросают в штурм, и он, собственно, не проявляет вот этой какой-то агрессии, там же умирает, ну, у меня к нему отношение, ну, никакое скорее, да, или небольшое сочувствие вызывает. А если человек моральный урод, который, я не знаю, сидел 15 лет за то, что сварил жену, а потом поехал и еще там убивал и насиловал людей, это другое совершенно отношение. И мне кажется, что это было бы справедливо.
Коротко насчет Киосаяна. Наши пытаются, вот эти вот либералы-то, значит, оправдать свое отношение к его смерти тем, что смотрите-ка, что написала Маргарита, когда Навального убили. Вот типа ей можно, и нам, значит, можно, говорят они. Хотя я бы на самом деле не уподоблялся ей. Зачем повторять такой образ, да, и такую модель поведения? Поэтому здесь, конечно же, ты прав. Вот. А что касается второго вопроса, да, тут я опять же поделюсь. Все очень многогранно. Как вы знаете, у меня есть довольно-таки нормальный, достаточный круг общения даже среди наших мальчиков, давайте так это назовем. И я слышу очень разные вещи. В последнее время все больше печальные. В том смысле, что им там плохо, грустно, командиры тоже ноют. Все хотят быстрее все это закончить. И самое главное, никто ни хрена не понимает, что происходит, куда это, зачем это, с какой целью. Все деморализованы очень серьезно отключением видеозвонков и вообще звонков в мессенджерах. Люди только тем и жили, что, можно сказать, общались с близкими через WhatsApp, Telegram. У них это отняли, раз. Во-вторых, они слышат новости о том, как повышаются налоги. Этот самый утиль сбор на иностранные автомобили резко повышается. Знаете, за эти годы у них, как и у любого россиянина, особо пиетет к АвтоВАЗу не появился. Даже если это Z-патриоты, они все хотят покупать иномарки, в том числе бэушные, но государство у них отнимает эту возможность. То есть лезут лично в карман каждому человеку. Все это вместе резко ухудшило настроение, в том числе у тех, кого называют защитниками Отечества. Так что, друзья, сюрприз может возникнуть из очень неожиданного места. Хочу сказать, я с оптимизмом. Буквально два слова бы добавил насчет того, что такое око за око, да, мы все помним, что Маргарита Симонян писала про убийство Алексея Навального. Я бы посоветовал бы всем посмотреть фильм, который называется «Догвиль» Ларса фон Триера и немножко почитать потому что фильм все-таки артхаус, и это не всегда очень просто, но этот фильм прямо указывает на то, что если уж общество и живет в каком-то времени, то она до сих пор живет в таком старом, в таком Ветхом Завете, да, когда око за око, когда этот обидел, мы в ответ дали по кумполу топором и так далее и тому подобное. Общество, конечно, по Христу и вот этим всем заповедям, которые, собственно, человек так или иначе, как философ, я вообще атеист, надо сказать, сегодня у меня такая позиция немножко, мы это все не приняли, гуманизм не приняли, и поэтому мы живем вот в таком дискурсе, когда меня спрашивают, а что ты думаешь про солдат, которые воевали на стороне Германии в 40-е годы? Ну, блин, то же самое. Каждому человеку спрос каждого человека должен быть по его деяниям. Нет никаких тупых американцев, имперцев русских, я не знаю, и каких-нибудь лягушачьих поедателей французов, да, или какие там стереотипы есть. Люди все разные, я считаю, что каждому нужно применять ту меру, которую, собственно, он заслужил, как мне кажется. Процессы зачастую обросли имуществом, как я знаю, квартирами. Некоторые по несколько квартир накупили на большой земле за счет того, что, сами знаете, там они торгуют, во-первых, имуществом, во-вторых, поборы устраивают с подчиненных. Источников доходов много. И вот терять это все многим сейчас не захочется. Поэтому это ограничивающий фактор. Но это не значит, что этот фактор полностью исключает всякого развития событий. Тем более не все успели, наверное, обогатиться. В общем, это такой ужас со всех сторон, как ни посмотри. Вот понимаете, да, вот когда мы говорим, война это плохо, это ведь только поверхностно скажешь плохо, и вроде все понятно. А если копать начнешь глубже, то на каждом буквально этапе, клочке всего этого большого полотна, что ли, да, найдется какое-нибудь, уж извините, говно. Это так. И вот у нас даже далеко... Я вчера читал инсайт, что после ухода Евгения Пригожина из собственной жизни, в том числе и из Вагнера, то сейчас африканские страны пытаются отказаться от помощи, собственно, Вагнера, который сейчас существует, да, в Африке, и пытаются свои какие-то просьбы перенести в сторону Франции и США. Собственно, конечно, дядя Женя абсолютно ноль симпатий, но человек, умевший работать и эффективно создавать ЧВК. И люди там во многом, да, которые его до сих пор очень любят.
Это тоже правда. Конечно. И вот тему, наверное, продолжить надо в этом смысле. Бирск отметился, и, в общем-то, есть о чем рассказать, да, в этом смысле. Там открыли мемориал погибшим участникам разных боевых действий. И, в общем-то, тем самым очень серьезно, мягко говоря, подставили и самих себя, и в целом государственную власть в России. Вот кого можно за дискредитацию вооруженных сил опять-таки привлекать. Значит, памятная стела с именами местных жителей, там появилась на черных плитах, высечено больше сотни фамилий. Памятник, но при этом на памятнике оставлено много свободного места, словно в ожидании новых потерь. Опять же, тут молодцы, подошли, знаете ли, рационально, без всяких прикрас, в общем-то, посмотрели правде в глаза. Ну, а что, мы будем перестраивать памятник, что ли? Проще оставить место на гранитном постаменте. Глядишь, и хватит. Но важно еще что? Важно, что здесь есть буквально несколько человек, которые погибли до нынешней СВО. А это афганская война и 2 чеченские кампании. Сколько там их всего? Так, 3 было с Афгана, это точно. С Афгана за 10 лет войны в Афганистане. Да, в Чечне Вот. там что-то типа 4, по-моему. Да, именно так. 4 в 2 чеченских В кампаниях. чеченских компаниях, да. Итого 7 человек за 2 большие войны. И вот против этого мы видим 188 уроженцев Бирского района только за вот эти 3 года, так называемое СВО. Нормальный, любой вменяемый человек, конечно же, увидев такое, тут же сделает совершенно правильные, логичные выводы, на мой взгляд. Да. За последние долго-долго месяцев, к сожалению, она много не собрала. Вот, но действительно это Жень, я, к сожалению, тебя вообще перестал слышать. Теперь, если я до сих пор понимал, хотя бы что. Слушай, а если сейчас... меня ты не слышишь, а люди слышат, то есть, может быть, с чем-то другим проблема? Потому что люди-то, я видел в чате, пишут, что меня слышно отлично. Я не очень да, но понимаю, наш режиссер говорит, что у него тоже проблемы. Ну окей, продолжаем, конечно, но все-таки надо же как-то понимать, что говорит коллега. Ой. Так, ну, окей, здесь разобрались дальше, да, или как? Да. Ага, окей. Ага. Да-да-да, ну и что дальше? Да, но я, собственно, могу дальше прочитать новость, да, если меня действительно слышно, я могу чуть погромче говорить, если надо. Громкость хорошая, перерывы, ну ладно. А перерывы это, возможно, у тебя. Так, собственно, в Уфе инвалидам вернули деньги за лекарства только после вмешательства прокуратуры. 5-летняя девочка и 23-летний мужчина, имеющие инвалидность, длительное время не получали назначенные врачами препараты и были вынуждены покупать их за свой счет. Семья, я так понимаю, долго боролась, собственно, обращалась и в прокуратуру, и везде. Вот прокуратура, бравурный такой пост, что мы молодцы, прокуратура, собственно, поддержала людей, так скажем, да. Прокуратура подала иски к региональному Минздраву, и суд обязал ведомство возместить аж 70 тысяч рублей расходов, что уже, наверное, никого не красит. Можно было бы с учетом всяких издержек и морального ущерба не 70, а 700 тысяч людей выделить. Но, к сожалению, это же не герои, да, в кавычках. Вот. А то, если что, кто-то подумал, что мы тут наших мальчиков решили поддержать, то это, конечно, совершенно неправда. Вот. Речь шла все-таки о некоторых исключениях в виде отдельно взятых людей и тем, что смеяться все-таки мне бы не хотелось. То есть, смех – это ненормальная реакция. Вот. А отсутствие какое-то сочувствия, я не сижу и вечерами, как и Руслан, не плачу по этим мальчикам и гуманитарку им не шлю. Вот. Поэтому некоторая разница между нами и Алексеем Коростелевым в этом плане с его оговоркой все-таки есть. Но тем не менее, вот такая вот прекрасная прокуратура, Руслан, которая спасла 2 инвалидов. Угу. Так, люди пишут, что слышат Женю. Окей, видимо, техника на конечном этапе обработки спасает ситуацию. Окей, значит, Башинформ отметился публикациями, в том числе и со смыслом на этот раз. В частности, о том, что башкирская группа Айола выпускает скоро дебютный альбом «Урал-Батыр».
А именно 3 октября в полночь этот альбом станет доступен для слушателей разных площадок. В него должны войти 12 песен, которые отображают 12 глав памятника башкирской культуры народного эпоса «Урал-Батыр». А создатели группы в соцсетях сообщили: «Вместе с Хомай мы поднимаемся, вы поднимаетесь в небо, а с Акбузатом устремитесь к роднику живой воды, услышите первые шаги Шульгена во тьму и почувствуете силу меча Урала, рассеивающего мрак. Каждая песня – это дыхание времени и память, соединяющая поколения». Вот так вот. Ну, что тут скажешь? Молодцы все-таки Айола. То, что они существуют, то, что они сделали уже, это важно. В том числе с неожиданной стороны, как шутят некоторые пользователи соцсетей или, скажем так, собеседники, кое-кто, кое-где недооценили риски вообще, которые несут такого рода коллективы. Но я не буду подсказывать и расширять эту мысль. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Когда, Слушайте, Айола на всех Z-площадках, каких только можно, выступила и всячески показала. Ну, понятно, что, собственно, вокалистка... Это окей. Да, то есть... Это окей площадки, но, понимаешь, слушатели, особенно представители коренных народов, конкретно башкирского народа и других народов, начинают задумываться о важных вещах, о которых до сих пор не задумывались. Я сам свидетель тому, буквально на живых людях, которые благодаря творчеству этой группы вдруг стали задавать очень интересные вопросы, скажу я так. Ну, скажем так, интересоваться, например, баймакским делом стали люди. Представьте себе взаимосвязь, да? Вот она, Хомай, вот человек, который про баймак, ему не было интересно, и он спрашивает: ой, а что там случилось? А ведь у меня предки оттуда, понимаете? То есть вот как это работает в том числе. А то, что Z-площадки, ну окей, глядишь, и среди этой аудитории тоже найдутся те, кто задумаются. Я уверен, что они уже нашлись. Так что это такая поддержим, очень ребят. непрямая логика. Это как посмотреть Эрики Тикитави, после этого Трампа начать ненавидеть. Мне кажется, ну, то есть ни в песнях группы Айола, ни в концепции этой группы, ни в их официальных выступлениях, где у них один из участников группы там чуть ли не Гойда орет, нету ни намека на те вещи, которые, собственно, мы сейчас рассказываем. Если кто-то приходит к этим выводам, ура-ура, вот, но я думаю, с тем же успехом можно послушать любого другого исполнителя, в целом прийти к тому же самому. Ну, тут, Жень, как бы, я думаю, ты поймешь, это вот касается все-таки именно представителей коренных народов. Понимаешь, мы слышим подтекст, что, смотрите, мы есть, ну, скажем так, если уж простым языком говорить, мы существуем, и, в общем-то, можем немножечко на эту тему подумать, так скажем, опять же, мягко выражаясь. Вот. То есть, помимо антуража, там, хорошей музыки, правильных слов, вот все вместе это дает понимание, что, смотрите, мы существуем. Но как минимум, я думаю, что взаимосвязь между тем, что вот, собственно, Башкир вышла песня, ее послушали и казахи, и кыргызы, и все на свете тюркские народы, вот тут точно. И сразу, я думаю, какой-нибудь Сергей Владиленович Кириенко начал строчить, что, мол, вот опять угроза к сепаратизму у нас тут возникла, и группе Айола сделали кучу предложений, в том числе на интервидении. Ну, с чего бы группа Айола выступала на интервидении, да? Как мне кажется, все-таки хайп одной песни, ну окей, был и прошел. Я думаю, что то, что ее тянут, это во многом вот эта вот попытка кириенковской АПшки как-нибудь повлиять вот на то, что вот как-то, да, попробовать смягчить удар, мне кажется. Могу ошибаться. Ну, вариант, возможно, да. Кстати, да, они ведь там тоже выступили действительно вне конкурса, как я понимаю, да. Хотя и Шаман тоже вне конкурса оказался, еще бы он там победил. Там и победить ему было нельзя, и проиграть было нельзя по понятным причинам. Победишь, ну вроде как бы, а какого черта конкурс устраивать тогда со странами-братьями. Вот, а проиграть тоже нельзя. Где же, как же, это же великий русский, который поет про патриотизм. Проиграть тоже не должен. Это отдельно взятая ужасная пошлятина. Представляешь, человек приходит на конкурс, вот я с тобой буду соревноваться и скажу: ребят, вы знаете, ну я не оценивайте мое творчество, я как бы, понятно, это же всегда подтекст, что да я бы победил, но я отдам победу. Вот кто там выиграли? Филиппинские геи, вот пускай они забирают, а я типа, ну вот понятно, это же я шаман. Но это, отвратительно, конечно. Отдельно. Ну, ясно, что это не он придумал, как бы, и это была часть драматургии, так называемой. Конечно. Вот.
Так, ну и под занавес тут, знаете ли, в Башкортостане отчитались о завершении ремонта участка дороги Старосубхангулово-Маракова, известная живописная дорога в горах Южного Урала. Я увидел заголовок и подумал, неужели там, значит, асфальт и трасса? Но нет, оказывается, ремонт всего лишь, во-первых, на 6 километрах, во-вторых, там исправлен профиль дороги, уложено новое покрытие из щебеночно-песчаной смеси и обустроенные водоотводы. Это и есть, соответственно, приведение дороги в нормативное состояние. К большому сожалению, у нас пока так. Я тут делюсь с близкими тем, что я за почти полгода езды по Германии обнаружил таки впервые небольшой участок грунтовой дороги в минувшее воскресенье. В поисках грибов оказался в глуши, мягко говоря, и там, знаете ли, грунтовую дорогу нашел в лесу, потому что даже в лесу просеки обычно заасфальтированы. А тут прям ощутил давно забытое чувство, когда ты едешь, и пыль столбом сзади поднимается. Вот. Вот так вот это иначе воспринимается со временем. Но если серьезно, дороги, которые соединяют населенный пункт, должны быть обустроены давным-давно, конечно. Надо ли говорить, что в 800-тысячном Дрездене я не видел ни одной пробки, ни одной лужи, ни одной ямы. Да я не знаю, что еще надо сказать. В принципе, ничего того, что привык я наблюдать, я в Дрездене не видел. А во дворе... собственно, у меня что двор? Это 3 хрущевки переделанные, которые, собственно, ничем тут явно не выделяются на общем фоне. И это не какой-то крутой двор, но здесь чуть ли не каждое утро ходит человек, который косит газон, прибирается, а еще после обеда можно увидеть кучу зайчиков, которые скачут. Вот вам разница. Да, я думаю, что еще лет 5 нам с Русланом, и, конечно, возвращаться мы будем с крокодилевыми слезами в Россию, со словами, а точно ли мы такие патриоты, что обратно? Возможно, уже выучив язык и получив здесь основную какую-то работу, потому что никакого дохода, как вы понимаете, особого аспекта не приносит. Вот такие вот дела. Именно так ситуация пока выглядит, друзья. Спасибо за внимание сегодняшним утром. Лайки, комментарии, как всегда, ждем. И поддержку тоже ждем. Это не для красного словца говорится. Мы очень скоро надеемся все-таки не только продолжать выживать, но и даже кое-как немножечко разнообразить нашу картину информационную не за счет событий, а за счет какого-то дополнительного контента. Но это все позже. Будем, как говорится, держать в курсе. Поэтому пока на этом закругляемся и желаем хорошего, удачного дня, насколько это возможно. Я считаю, замечательный эфир. Всем спасибо. Да, пока-пока. До встречи.